Всем привет, дорогие мои зрители! С вами снова я, Люда Ильминских, и честный разговор про удмуртов. Сегодня мы пришли в филармонию. Мы снова начинаем снимать. Сегодняшний наш выпуск обещает быть интересным, потому что мы пришли к Наташе Ушаковой, Шулдыр Джит. Проходим? Привет! Привет, привет. Наташ, как у вас здесь красиво. Я наконец-то рада, что вот я прибыла в филармонию. Посмотрим, что у вас тут как. Видишь, у нас шарики даже специально, ну вообще-то для мужчин, но пусть будет для тебя тоже. Так приятно. Это оформление прям праздничное под наш выпуск. Да. Идем тебя мучить. Буду задавать вопросы. Пошли. Людмила, прошу. Спасибо. Наша творческая мастерская. Так, ребята, всем привет. Вот, в общем, вот наш коллектив. Ну, как сказать, это не весь наш коллектив, это вот у нас мужчины, наш мужской состав, Ирина здесь же. Ну что, ребят, у вас тут на самом деле очень атмосферно, классно, и я очень хотела к вам прийти в гости. И действительно, я сожалею о том, что вы сегодня здесь не все, в отеле нету, да? Или... Ну, они на подходе, у нас вечером сегодня концерт. Вот, ну, к сожалению, вот, да, пока нет. Вы знаете, я сегодня к вам пришла в филармонию и встречаюсь с Наташей, от нее прям такая энергетика идет. Я же знаю, что она у вас тут это, понимаете, там ножкой топнет, надо сделать так. Я вот сейчас не Наташу спрашиваю, ведь она уже отвечает. Ну, скажите, как, особенно мужчины, каково это, когда вами руководит для кого-то жена, для кого-то, ну, просто женщина. Вы слушаетесь, или она такая вот, или вы с ней на одной волне все вместе? Можно я 2 раза моргну? Это будет означать, что нас держат в заложниках. Так, я все поняла, как у вас тут все работает. Ну, Андрей, ну скажи на самом деле, как это? Просто вот... мне так как я как жена, и уже меня сколько раз спрашивают, это каково тебе вот работать, как с женой, как она тебе руководитель, и может... Ага, то есть все-таки командуют. Нет, бывает все, но находим взаимопонимание, конечно же. Класс, класс. Ну, молодцы, конечно. Ваня, моргни еще раз. Это все продумано, все ответы. Понятно, понятно. Конечно, мне там задают вопрос, пожалуйста, спросите у Вани. Спросите у Вани, как там у него уже, как растет ребенок, как там личная жизнь. То есть как бы народ интересуется. В соцсетях выкладываешь что-нибудь? Я не вижу там... Бывает, что выкладываю, но не часто. Потому что не нужно много рассказывать о семье. Последний раз была на концерте у вас на квартирнике InSound, да, новый проект, появился вот в 2021 году только. И я насладилась очень прямо. И я поняла, что вот у вас музыкальный руководитель Ирина, она вот прямо, ты прям такая звездочка, и я почувствовала, что вот это что-то как будто новое. Прямо вот вдохновились, мы там, конечно, с подругой пили шампанское, отдыхали, пели песни. Да. То есть не дали, да? Нельзя. Да, то есть нельзя во время концерта? У нас строгий запрет. Так, ну, Наташа, скажите, откуда нашли такую звездочку? Вот звездочка, она как будто бы вот она просто свалилась с небес, эта звездочка. Вот так мы ее нашли. Вот это не было никакого четкого плана. Не было, что там мы объявили вакансию, нам нужен не было ничего. У нас помогала мне девочка, то есть вот с репетициями, да, с аранжировками, и она ушла в декрет. И вот как-то мы так немножко расстроились, но спокойно жили, и вдруг ни с того ни с сего через мужа уже Ирины, который устроился работать сюда, в филармонию, я случайно узнала, что есть такая Ирина, что она прекрасный музыкант, что она умеет
прекрасные вокальные аранжировки писать. То есть для меня это было вот просто вот пришел, уже так скажу уже, Костя, и сказал: а ты знаешь, я говорю: Кость, мне нужна вот аранжировка, помоги. Он говорит: ты знаешь, у меня Ирина есть, моя супруга, и она прекрасный музыкант, она тебе все сделает. Я говорю: да, давай контакт. Но она в Екатеринбурге. Я говорю: так, ну это нам не помешает. И мы стали дистанционно с Ириной общаться, и уже потом, ну, видимо, это воля судьбы, что Ирина переехала сюда. И мы стали полноценно работать здесь. Из-за работы сюда приехала? Изначально получается, что у меня приехал муж сюда работать, и мы жили на 2 города несколько месяцев, может быть, 4 или 5 месяцев, и моя женская душа, видимо, не стерпела такую долгую разлуку, и он говорит: ну все, давай будем переезжать потихонечку, у тебя здесь вот есть уже работа, считай, должность какая-то. Ну и я собралась и поехала, как жена декабриста. Так, понятно. Я знаю, что удмуртским не владеешь, но... Нет, но так как я пишу очень много на удмуртском аранжировок, поди скоро выучу. Поди скоро выучу. Ну, вот часто говорят о том, что если ты там не удмуртка, не говоришь на удмуртском, то значит, ну, вроде бы как бы и нет. А что плохого в том, что к нам в Удмуртию приезжают классные, талантливые люди, вместе с другими удмуртами пишут классную музыку, делают ее? Я считаю, что это круто и вообще классно. Вот Шулдырджит это подтверждает, что неважно какой ты национальности, главное, чтобы творческая энергия кипела в коллективе. Потому что у нас на протяжении вот этого длинного пути, 45 лет скоро Шулдырджиту, да, тоже столько было русских артистов, которые тут работали, но они все пели на удмуртском и не душу вкладывали в этот национальный коллектив. Поэтому вот я говорю, мы только счастливы, что Ирина к нам присоединилась и действительно принесла свежесть и какую-то новую волну в наше творчество. А в коллективе говорите между друг другом на удмуртском? Говорите? Редко. Что-то как-то нет, да. Хотя тут почти все носители. Как-то не сложилось. Да. Часто берем в аренду костюм у Татьяны Никитичны Москвиной. Она разговаривает всегда с нами на удмуртском. И мы вот как в домик ее зашли, сразу все удмуртами стали. Сразу мы на удмуртском с ней только так, Татьяна Никитична. Костюмы забрали, вышли. Ну что там, что, давай, ага, поехали. И сразу на русский перестроились. И когда-то, помню, Ваня сказал, что, говорит, что сразу резко русскими стали. То есть вот просто какой-то барьер. А мы, видимо, настолько привыкли между собой уже на русском, ну как-то вот, ну то есть вот не идет по-другому. В этом году коллективу будет, Шулдырджит будет 45 лет. Готовитесь? Или еще пока нет? Морально пока. Морально, да? То есть ты уже там режиссируешь, что-то делаешь? Ну нет, я пока не режиссирую, я просто продумываю план действий, идеи какие-то вот у меня пока мелькают. Ну, у нас столько просто мероприятий других, столько параллельных концертов идет, чтобы вот так сразу погрузиться в процесс подготовки нельзя. Но уже в моей голове уже год тому назад эта идея была, что так, скоро юбилей, надо. Мы живем в современном мире, песни песнями. У нас у всех есть семьи, мы там за что-то платим. Мне всегда интересно, почему интересно? Потому что Шулдырджит — это такая единственная в своем роде и народная, и как бы современная, и смешивает в себе вообще все-все. И это очень сейчас, особенно вот в современном времени, это очень, ну, мне это очень нравится. Я знаю, что ребята, с которыми мы общаемся тоже, они говорят: классно, мы хотим к ним на концерт, да? А ребята сразу напряглись. Это оценивается по достоинству в материальном плане. Идет как, не знаю, смотря от какого концерта, какой концерт мы сделали, какую-то премию. Ну да, у нас вообще есть как бы определенные там ставки, если уже совсем углубляться в этот разговор, да, у нас есть определенный лимит, так скажем, в зарплате. Но помимо этого у нас всегда есть какая-то дополнительная работа, которая тоже оплачивается, и она всегда оплачивается очень по-разному. У нас очень большой разброс финансовый, вот так вот или вот так вот, то есть всегда по-разному. Но есть какой-то такой, вот какая-то сумма, которую ты точно знаешь, что ты получишь, как бы, да? Ну, кажется, Ну, как бы, да. Да, как Ну, зарплата как основная ставка. У нас как бы, ведь да. все равно, вот у нас есть режим-план, как у нас у администратора, сколько концертов вот сделать надо за месяц. А есть как бы это в районах эти концерты, а есть, которые большие концерты мы делаем в городе, вот, например, филармонии. У племянника скоро свадьба, и вот я к тому, что приходите подрабатывать на такие мероприятия. А вот сейчас как раз-таки наш новый проект InSound, да, мы хотим его развивать и в коммерческой сфере тоже, то есть это уникальный продукт, по идее, для нашей республики, да, вот здесь в Удмуртии такого еще нет. И для вот таких мероприятий, как свадьбы, какие-то корпоративы, юбилеи, какие-то юбилеи компаний крупных, да, мне кажется, что это было бы очень актуально сейчас работать
на таких мероприятиях? Я предлагаю коротенечко исполнить какую-нибудь красоту. Ух, девчонки! Мама, я танцую, отношу басую, папа не жди дома. Я уже пьяна, мама, я танцую, отношу басую, папа не жди дома. Зацепила меня. И вот так закончим, ладно? Ладно? Понятно? Все, Пусть он скоро сделает его. Да, нормально ты? Просто запой и все. Да, да. Ладно, хорошо. Давай. Готовы, да? Да. Поехали. Зацепила меня, мама, я танцую, отношу басую, папа не жди дома. Я уже пьяна, мама, я танцую, отношу басую, папа не жди дома. Зацепила меня. Ну, ребят, исполнение, вот просто мои уши меня благодарят, радуются, очень-очень красиво. Спасибо вам, что вы уделили вот столечко, чуточку мне времени. Я обещаю нашему зрителю, что я до некоторых до вас отдельно доберусь и возьму интервью, и потому что ваши же зрители очень просят, пишут. Спасибо вам большое, все было просто классно. Спасибо вам. Ну что, Наташа, у вас тут комфортно, красиво, хорошо. Мы где сидим? Мы сейчас сидим в вип-гримерке. Так это называется. Вип-гримерка. Здесь обычно у нас приезжие артисты всегда располагаются. Ну и мы, когда у нас большие концерты в филармонии. Мгм. Сколько ты уже работаешь в филармонии? По-моему, с 18 лет, да, примерно? Говорят, столько не живут. Да, я работаю с 18 лет, это с 2006 года. Я уже запуталась, честно говоря, в годах. Я знаю, что я работаю руководителем 10 лет. Ну, до этого я еще работала просто артистом. С 12 года руководителем шоу-диджитом. Да, то есть получается, сколько там? 16? Мгм. Полжизни Полжизни. практически. Да. Но на самом деле я бы сегодня, наверное, хотела начать не с самого начала, а то, что происходит сейчас, то, что смотрим и получаем удовольствие от нового проекта InSound. Вот я бы хотела рассказать для зрителя. Мне кажется, что вообще еще многие не знают о существовании этого проекта. Ну да. Потому что, да, это классно, это что-то новое, современное, интересное, на это хочется смотреть, это хочется слушать. Как создавалась эта группа, вообще откуда появилась эта идея, что это и вообще с чем это едят? Ну, на самом деле, наверное, это началось с того момента, как мы стали исполнять композиции акапелла. А это началось где-то лет 5 тому назад. То есть мы стали пробовать исполнять что-то сложное. Это еще в шоу-диджите. Да, это шулдерджит. И первый, наверное, такой у нас масштабный номер был. В 2018 году, 2018 был мой сольный концерт, шоу «Яратон». И вот там я захотела сделать такой номер, чтобы просто зрителей на момент погрузить в атмосферу исполнения акапелла, вот этой вот тишины. И мы взяли композицию «Аллилуйя», которую до сих пор просят на многих концертах, и даже не совру, если скажу, что в селах даже подходят, говорят, почему вы сегодня это не спели? А мы разводим руками, удивляемся, что настолько, видимо, прониклись вот видео, посмотрев. Вот. И как-то вот с этого момента, с «Аллилуйи», все пошло, потом мы взяли, помню, «Богемскую рапсодию» у группы Queen. Но это все твои идеи? Это все мои были идеи, да. Мне хотелось чего-то сложного. Я, наверное, устала, я, наверное, почувствовала потолок. Я вот так на своем творческом пути, у меня вот через какое-то время постоянно я чувствую потолок. И я понимаю, так, надо что-то делать. Иначе мне просто становится неинтересно вообще работать. И когда мы стали заниматься акапелла, соответственно, вот тут уже люди стали узнавать, что шулдерджит умеет еще и вот так вот. И вот это способствовало тому, что у нас в коллективе появилась Ирина. Ну, просто я уже кратко тут говорю, да, это так-то долгая история. Она появилась, она уже поняла, что мы это умеем делать, и она это довела до совершенства, так как у нее консерваторское образование. Ирина, это музыкальный руководитель? Ирина, это Ирина Степанян, наш музыкальный руководитель. И наша акапельная программа уже потом, благодаря Ирине, она настолько увеличилась. То есть там у нас было, допустим, в репертуаре, ну, где-то 3-4 песни, да,
5, может, максимум. А она вот сейчас довела наш репертуар уже до такого состояния, благодаря ее аранжировкам, что там уже у нас песен 20, наверное, точно наберется. А идеи у нас песен рождаются с ней совместно. Она предлагает, я предлагаю. И когда настал тот момент, что у нас такая большая акапельная программа, нам уже даже наш директор Алексей Юрьевич Фомин сказал: ребят, надо делать проект, акапельный проект. Он будет уникальный, такого нет. А мы об этом тоже уже давно думали, но, как сказать, у нас не было, видимо, вот такого человека, который скажет: вот да, ребят, делайте, ну, все-таки как бы наш директор, да, вот, и мы решили, ну а что, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Долго думали, конечно, как назвать, как это народ примет. Вроде мы шулдырджит, да, все уже, ну, привыкли, что и мы акапельно там исполняем песни. Тут же вроде новый проект, немножко с другой направленностью. Все-таки InSound это больше на экспорт, это больше даже вне республики, вот на большие города, я так считаю. И для республики тоже уникальный проект, его надо понимать. Не все его поймут, не все любят это исполнение акапеллы. Это как бы для избранных, мне кажется, вот это. Для тех людей, которые разбираются в музыке, вот это вот и влюбляются вот в это исполнение. Ну и вот как-то так сложилось, что все-таки мы, да, то есть мы приняли решение, да, давайте делать. И мы презентовали проект в сентябре, получается, 2021 года. Да, мы сделали программу. Хотя до этого мы тоже делали концерты акапельные, как шулдырджит. Да, это была такая, у вас, знаете, некая такая раскачка, как будто шулдырджит в старой какой-то, вот в этой оберточке, он немного вот выходил вот из этого кокона, и вот уже было, и вот хоп, новый такой классный проект. Он начал выходить из этого кокона в 2017 году. У нас образовался молодежный состав, то есть пришли ребята молодые, и я назвала, ну, типа, новый шулдырджит, так, new шулдырджит я назвала, но чтобы люди понимали, что это уже немножко другое. Это не традиционный шулдырджит, к которому вы привыкли. Мы хотим немного другого, мы хотим быть как бы в тренде, мы хотим современное направление музыкальное пробовать. А вот потом уже вот этот вот как бы новый шулдырджит уже перешел и в InSound, потому что нам стало именно интересно петь акапельно песни. Это очень трудно. И, наверное, это нас привлекло, потому что мы вышли на другой уровень. Нам немножко стало неинтересно находиться вот в нише, к которой мы привыкли. И хотя мы пробовали, там, экспериментировали с такими там разными стилями и придумывали очень много интересного, но тут мы поняли, что тут есть над чем работать. И есть как бы развитие в этом. Ну, это все понятно. Вот как ребята, ну вот парни, да, как они отнеслись к этому проекту, готовы ли они были? Ну, они поддержали эту идею, или это было вот с какой-то вот, нужно было перешагнуть, переступить себя? Ну, вот если говорить про Ивана, он легко это принял. Ну, мне кажется, он такой сам по себе очень гибкий человек, гибкий артист. Вот. Он у нас в роли битбоксера, он у нас в роли вокалиста, и, в принципе, ему, мне кажется, это подвластно. Да, у него бывают сложности в вокале там где-то, да, но он растет, он тоже растет, и ему это было интересно. Не было такого какого-то сопротивления, наоборот, с интересом, да, давайте делать, это очень круто. А по Андрею, ему тоже было интересно, но у него миссия посложнее тут выпала ему. Ну, выпала как? Ну, потому что не было других ребят, и миссия выпала ему быть у нас басистом. Он у нас бас. Он же народник вроде. Изначально он общенародник. Да, он же закончил культпросвет наш. Он сначала закончил, значит, да, колледж культуры, потом он закончил Удмуртский университет, тоже по направлению народному этно. То есть вот он пришел сюда вот абсолютно такой... Ну, парень такой, да, с душой, вот с такой народной, да, у него пение даже такое было. И шулдырджит настолько его перепрограммировал. Во-первых, он стал звучать по-другому. Если сравнить запись 5-летней давности его и сейчас, как он поет, это просто два разных человека. Вообще не узнать. Ну, он удовлетворен, ему нравится то, что он делает? Мне кажется, в глубине души ему все это нравится, и он рад, что он так развивается, потому что у него тоже очень большой рост. Но он очень много, конечно, страдает, ему тяжело. Вот именно в исполнении акапелла ему тяжело, потому что, ну, во-первых, он не бас, так скажем.
Он все-таки ближе к тенору, у него голос свой высокий, вот, а тут ему надо очень низкие ноты брать. Во-первых, на басу держится вся капелла, это очень важно. Вот от баса отстраивается вся вот остальная вот эта вот, как это называется, музыкальная пачка, все вот эти партии. На нем большая ответственность, он очень, помню, первый концерт наш акапельный, это вот еще в составе Шулдерджита, Сайкыта капелла проект у нас назывался, он волновался так, его просто трясло. Просто... Я вот думаю, сейчас он думает, вот зачем она раскрывает и все. Нет, а почему? Это как бы, ну, это люди должны знать, потому что им кажется, что все легко и просто. Вот даже интервью берут, говорят, как Андрей, как ты порхаешь, как ты там такой улыбаешься. Я даже близким своим рассказываю, я говорю, спрашивают, да, как там вот Андрей? Я говорю, вот знаете, вот он очень переживает, он очень волнуется. Он говорит, да, странно. Он волнуется, он вроде говорит, всегда такой самоуверенный, все у него там так легко ему. Я говорю, ну, значит, он хороший артист. Да, но когда вот была на последнем вашем как раз концерте, да, In Sound, когда наблюдала и понимала, что это что-то новое, современное, интересное, туда хочется идти, хочется слушать, хочется остаться на подольше. Сейчас это формат квартирников. Да, у вас такие? Ну, нет, это не формат квартирников. In Sound изначально презентация, это был большой концерт. То есть, ну, это первая была презентация, да. А так-то вы проводите такие вот как бы маленькие, ну не для огромного зала. Мы проводим раз в год такие квартирники. Обычно вот, ну как-то нам захотелось сделать новогоднюю тематику, и мы вот уже, получается, в прошлом году провели как Шулдерджит, просто новогодний квартирник. И здесь решили тоже сделать с рождественской тематикой квартирник, но так у нас вообще обычно такие масштабные, ну, полноценные концерты на сцене. Ну, вот сейчас ощущение, как будто это некая такая раскачка, что будет еще что-то большее, что вот как бы, что вы с этим проектом себя так пробуете, что потом что-то выдать. Планируем. У нас уже есть план. Где-то смотрела, по-моему, интервью на радио было, задавались вопросом, по-моему, Влад Горжак разговаривал с тобой по поводу клипов, почему не делаете, сколько стоит финансовая штука. Планируете делать клип? Мы сейчас вообще стали очень сильно задумываться над этим видеоконтентом, потому что он заходит очень хорошо. Вот буквально в декабре мы сняли клип именно от проекта In Sound. И столько было просто отзывов, комплиментов там. Ну, мы поняли, что это надо делать. Да, это вот на белом покрывале января. Мы поняли, что это надо делать. Ну, наверное, это мы давно уже поняли, просто не было возможности, а сейчас... Слава богу, у нас есть возможность, есть кому обратиться, даже у нас вот тут в филармонии, но... То есть люди, которые... филармония вам оплачивает вот эти вот... Ну да, то есть эти люди работают при филармонии, и они могут нам качественно, хорошо снять клип. Вот, ну а когда... И срежиссировать, или этим занимаешься ты сама? Нет, режиссура, тут нет как таковой режиссуры, тут больше уже сам видеограф, он придумывает, как это сделать интересно. Если, ну то есть тут ведь не было глобального какого-то плана, вот, например, на белом... Истории не было. Да. Если мы хотим создать какую-то историю, конечно, мы сидим, думаем, тут подключаюсь я, подключается Ирина, подключается там наш вот видеограф Вадим, и мы уже думаем, как это нам подать именно как, ну, то есть сделать сюжет. Тут, конечно, да, тут я думаю, в каких локациях снять, и на самом деле много таких нереализованных было у нас проектов, нам тут то пандемия вот это мешает, то еще что-то, какие-то моменты, у нас очень большая загруженность, как-то, ну, слава богу, я говорю, что есть возможность у нас вот сейчас выпускать, даже если мы, вдруг получается так, что, ну, допустим, тут большая загруженность, и нам говорят, ребят, пока мы не можем вам снять, мы сами пытаемся. И даже те видео, которые мы вот снимаем вот так на телефон, они тоже заходят, и, ну, это просто надо делать, наверное. Ну, еще вот тут самый-то был вопрос в том, что как бы... Филармония поддерживает, финансовая сторона вопроса закрыта, они вам это делают, ну и это самое главное, это круто, и публике это, конечно же, заходит. Говоря про современные
наши страницы в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, да, во всех соцсетях. Я сейчас активно вижу, что вы распространяете, снимаете видео, отвечаете на вопросы. У вас тут как-то были дни там одного артиста, он там себя снимает, тут вот день другого артиста. И это, ну, это тоже интересно, там пишут, да, какие-то вопросы могут вам задавать. Кто занимается у вас с вашей страницы Шулдерджит? Занимаюсь я, и помогает мне Ирина. То есть специальных там каких-то людей прикрепленных? Но это, так сказать, мысль о том, что нам нужен такой человек, у нас уже очень давно сидит в наших головах. У нас был такой человек, у нас какое-то время поработала Лена Ильина, она здесь полгода у нас работала, она вот помогала по соцсетям. Вот. Ну, а сейчас, говорю, вот этого человека нет, и, конечно, мы стараемся с Ириной изо всех сил все это делать, продумывать, ну даже вот эти рубрики все, которые мы тоже сами сидели, продумывали, как нам сделать так, чтобы люди в пандемию не забывали про нас, а следили внимательно, и это все очень, как бы, людям заходят все эти рубрики. Вот, ну пока вот говорю, вот как-то так получается. Может быть, если бы это был отдельный человек, было бы гораздо больше контента и интересных каких-то видео, сторис, потому что зачастую я говорю, когда у меня есть свободное время, я готова этим прям заниматься, я готова там, то там будет много контента, но, как правило, у меня такого времени это... Ну вот я говорю, это ограниченность времени, поэтому нужен человек, который бы этим занимался. Я думаю, что вы там вправе и как бы, да, я не знаю, вакансию открыть, еще что-то, как-то это придумать? Да, что... так у нас, вот я говорю, у нас сейчас вот, наверное, это самое такое вот, как сказать... больная тема, вот, чтобы был человек, который бы занимался соцсетями. Потому что это сейчас делает вообще как бы, ну это делает вас вообще, это красивая такая большая обертка, и чтобы вас видеть. То есть, если поначалу это начиналось как бы так, ну да, давайте это прикольно сделаем, то сейчас это необходимость просто. Если ты себя не будешь рекламировать в соцсетях, ну люди постепенно забудут. Да, это все понятно. Вот по первому образованию ты иньяс. Это прям учитель английского языка? Это прям учитель английского языка и французского. И французского. И еще и переводчик. И еще и переводчик. Да. Ты закончила школу Кузибай-Герда? Да. Потом я была в 56-й еще, старшие классы. Эля тоже там училась в школе? Да, Эля была на год, получается, младше. В процессе задам вопрос. Дочка тоже пойдет в школу в Кузибай-Герда? Нет. Нету такого, что хочется? Нет. Во-первых, нам не очень удобно. Территориально. А мне самое главное, чтобы было удобно территориально. Мне надо все успеть. Да. Понятно. Ну вот смотри, Наташа, ты закончила сначала, ну вот училась в школе Кузибай-Герда, музыкальная школа, иньяс, высшее образование, и потом осознанно пошла учиться на режиссера. Да. Почему это не было? Почему режиссура, а не что-то там с вокалом связано? А ты училась в Питере уже на режиссера, это очное было? Это заочное. Заочное. Да. Ну, то есть ты уезжала только... Ну, на очку вряд ли бы меня туда приняли после первого. Да, после первого. Но тут еще такой момент, что где-то тоже в интервью ты сказала о том, что я не только как бы, да, носитель там русского, удмуртского языка, что действительно мне интересен английский, французский. И как будто бы, это, по-моему, интервью 18 или 17 года, и как будто бы вот это какая-то твоя мечта, она вот происходит, появляется вот новый проект InSound, где вы поете действительно и на удмуртском, и на русском, и на английском языке. То есть это как бы медленное воплощение своих мечт? Ну, я не знаю насчет конкретно InSound. На самом деле я, когда вот сольно начинала тоже здесь работать, у меня тоже в репертуаре были разные песни на разных языках. Даже на испанском, даже там и на французском. Вот. И когда я стала руководить Шулдерджитом, я тоже потихоньку стала это внедрять. То одну какую-то песню там даю на английском. Ну, потому что мне это интересно, я же это все знаю, и я понимаю, как это подать правильно. То есть, чтобы это не было смешно, что мы... Так-то мы вообще-то мы удмурты, но мы сейчас на английском языке сейчас вам споем. Ну вот да, если бы ты не знала и не была бы, не закончила бы, да, именно вот факультет там иностранных языков, то это, наверное, выглядело бы смешно. Наверное, у меня бы, наверное, даже тогда не было таких идей. Да, что давайте вот так, давайте на этом языке. А тут, когда у тебя есть база, ты все это знаешь, вот, тебе это легко.
мне вот сейчас, ну дай мне любую песню на любом языке, мне не страшно, потому что у меня изначально есть база, как бы я понимаю, как это все произносится, как это делается. Вот единственное только, наверное, не возьмусь за татарскую песню. Вот у меня Андрей из Башкирии, он очень хорошо поет на татарском. Но он же может предложить, а ты там свои изюминки добавишь. Вот, но просто когда я начинаю петь, я говорю, ну ты мне объясни, как произнести слово. Он мне говорит, а я не могу. Вот хоть убей, я не могу это слово произнести. Я когда начинаю петь, просто он просто сидит и хихикает. Я говорю, да я же нормально пою, вот же. Да. Он такой, ты ненормально поешь, ты, говорит, просто как иностранка. Ну то есть вот, может быть, вот с такими языками, с тюркскими как-то у меня не очень, да. Вот в плане европейских языков тут да, это я как рыба в воде. Слушай, а вот знаешь, есть еще такой момент, я думала, в этом году Шулдаджиту будет 45. Да. Вот понимаешь ли ты вот ту ответственность на самом деле, которую ты несешь за то, ты еще стал старый Шулдаджит, когда еще был жив твой папа, когда еще работала мама, ты понимаешь, что это не просто работа, или это для тебя просто работа, или твоя работа это как часть жизни твоей, и тебе повезло тогда, если это часть жизни, да? И ты понимаешь ли, что ты сохранила, не в том смысле, было бы плохо, по моему мнению, если бы ты сохранила просто в той форме, какой это было раньше. И если бы вы пели вот старые песни просто, и не хватило бы смелости, не просто смелости, я думаю, что тут должно быть образование, должно быть чувство вкуса к музыке, к тому, что ты делаешь. Опять же, тут иностранные языки и режиссура сплелись прямо вот в нужном месте. Ты понимаешь, что ты делаешь хорошую трансформацию? Ну, наверное, если бы я этого не понимала, может быть, как бы и не получалось так, все как вот сейчас сложилось. Во-первых, ты говорила про ответственность. Вот как я стала работать руководителем, вот эта ответственность просто вот на меня легла, как такая гора. Такая большая гора. Я говорю, я считаю, что это, наверное, второе взросление в моей жизни было. Первое у меня было в 17 лет, когда папы не стало. Ну, то есть как-то мой детский мир весь разрушился, радужный. Я поняла, что есть взрослая жизнь с проблемами. Вот. А когда вот через какое-то время, там уже, да, после университета, и когда я училась в Питере, мне сказали, Наташ, ты можешь стать руководителем ансамбля. Я сказала, ребят, вы что? Я только артистка, какой я руководитель? 24 года. Я говорю, ребят, вы что? Я 2 года только учусь в Петербурге, у меня даже толком... И через сколько ты стала? 24 года. А вот, в 12-м. В 12 году, да. И когда уже была режиссером вот 35-летнего юбилея Шулдаджит, да? Угу. Сначала, да, получается, 35 лет Шулдаджиту, и это был вот этот первый большой концерт, который я делала, но меня там трясло только так. Мне кажется, я там потеряла сразу, не знаю, килограммов 5, пока я готовила просто этот концерт. У меня была такая ответственность, что я, вот сейчас был вопрос там, да, то, что, ну, вот скоро юбилей, начали подготовку, но у меня пока идеи только есть, да, вот к этому, а там у меня уже, во-первых, за год была продумана программа, за полгода я уже эту программу отрежиссировала, потому что я как раз еще была, как это говорят, я была в ресурсе, я училась, и у меня была вся голова полна идей вот этих вот режиссерских задумок, я придумала это все, я вот просто жила. Я с утра до вечера сидела на работе, благо, что тогда студентка, да, еще и, то есть я работала, но еще училась, и семьи нет, и можно было с утра до вечера просто погрузиться, я сидела, и вот пока мне этот концерт не прошел, я, наверное, была в таком напряжении, в диком просто. В хорошем, наверное, смысле слова. В хорошем смысле слова, да. Но это вот и плюс ответственность большая. То есть, как сказать, страх то, что, а вдруг скажут, ну ты вот вроде как, тут юбилей такой, а ты сделала недостойно. И мне надо было достойно сделать, потому что я такой человек. Если плохо, я ни за что этот концерт не сделаю.
Мне надо, чтобы всегда было по максимуму, на качественном, высоком уровне. Если это средний уровень, мне тоже не нравится. Мне надо, чтобы было все просто идеально. Ну, для себя идеально, а как уже оценят там другие, Ну да, это внутреннее конечно, ощущение. для Но, как себя. правило, когда есть это внутреннее ощущение, и ты такой, ну, классно, классно, то и другие как бы, дают хорошую оценку. И вот, собственно, этот концерт, наверное, был таким, когда мне еще сказали тоже, когда я приступила к этой должности, ну вот покажи себя. Вот этот концерт проведешь, и мы поймем, ты хороший руководитель, ты хороший режиссер, да, или, ну или как сказать, да, или ты просто, мы тебе дали шанс, и ты не справилась. Или ты просто дочь, там, не знаю, известных родителей. Ну да, или тебя просто попросили там, ну замени, ну вот сейчас надо руководитель, вот у тебя отец был, теперь ты попробуй. Вот. Ну, сразу хочется спросить, чувствуешь ли ты, что ты вот от папы переняла какие-то качества, которые сейчас тебе в работе помогают? Он все-таки такой вот, да, юморист, ну, который захватывал публику своим вот. Ты чувствуешь, ну, что передалось? Мы же всегда себя анализируем и понимаем, вот это мне от мамы Очень досталось. много передалось, очень много передалось. Если бы не передалось от папы, я бы, наверное, руководителем-то и не стала. Вот. И если судить по нему как, ну, как по артисту, да, если брать вот этот вот юмор, я иногда на сцене, когда сейчас я веду концерты, то есть, ну, как бы сквозное такое идет действие получается, где-то там подшучиваю и прочее. Иногда бывает такое вдохновение, прямо даже во время вот этого вот ведения конференса, да, и у меня несколько раз такое было на больших концертах, когда на тебя смотрят, и у тебя как-то вот эта импровизация откуда-то приходит с небес, как будто бы, да. И у меня было пару раз такое чувство, как будто в меня вселяется папа. И я делаю такое, ну, то есть для меня так все легко. И я как-то одно слово скажу, люди смеются. Как-то так посмотрю, они реагируют. Я как будто вот, как будто вот, да, вот эта вот энергетика, она как будто вот вселяется просто в меня на сцене. А если касательно его как руководителя, наверное, ну, в нем была жесткость, справедливость. Он был очень жесткий руководитель и справедливый, честный. И вот, наверное, это тоже мне передалось, потому что мне не... Я сказала бы да, потому что я говорю, во-первых, я максималист, наверное, не такой, как папа. Папа, мне кажется, еще похлеще был, чем я. Вот, я немножко, как женщина, немножко с такой мудростью, то есть там не перегибай совсем палку, там свое здоровье там не убивай, хотя поначалу было тоже так, там было параллельно на здоровье, на твой внешний вид, главное вот главное мне надо сделать концерт. И вот здесь, если что-то пойдет не так, если это будет непрофессионально, некачественно, вот здесь у меня сразу вот это включается. То есть да, я очень добрый человек, добродушный, я всех артистов люблю, но если ты сделал шаг в сторону, и мне это не понравилось, то, ну, как бы там уже называется «пощады не жди». Не доводите до того, чтобы я выпустила когти. Вот. И справедливость, и честность, то есть мне не свойственно абсолютно лицемерие. Если я думаю про человека хорошее, я ему это скажу в лицо, я буду с ним так общаться. Если человек мне неприятен, даже если мне надо к нему подойти, это самое для меня последнее дело, там вот сидеть, вот там подлизываться, вот это вот все, это я, наверное, ненавижу просто. Еще много ты говоришь о том, что у тебя в жизни две такие главные женщины, и вообще как бы кумиры, это твоя мама, ну и вот дочка, да? Да. Поначалу, когда начала работать уже руководителем, там, не знаю, отрежиссировала концерт, как часто ты вообще обращалась к маме и вот за тем, чтобы она оценила и сказала, вот пойдет, покатит или нет, как ты считаешь, красиво не там, или просто за советом как руководителя, а вот мама, я тут не перегнула палку. Вот есть такое? Я, наверное, больше с ней советовалась по тому, как творчески сделать что-то. Потому что в плане руководства мама, она гораздо более мягкий человек, чем, ну вот если, ну то есть если вот в нашей семье рассматривать пару мама и папа, то это папа, это просто, ну как, во-первых, авторитет большой, да, и как папа скажет, так, собственно, ну так и потечет река, да, а мама, она, конечно, тоже со стержнем,
но она просто немножко себя погасила, чтобы быть, чтобы, ну вот, как папа скажет, пусть так и будет, чтобы не было просто скандалов. Да, чтобы не было скандалов и раздоров в семье, иначе бы они не жили вместе. Вот. А у меня другое, то что если я иду к маме и спрашивают, правильно ли я вот так поступила, не обидела ли я человека, она всегда скажет, ну, дочь, ну, зачем ты так? Ну, не надо было помягче. Ну, вот зачем ты этому человеку там грубо как-то ответила? То есть я понимаю, как она уже скажет, и я думаю, я лучше не буду, я лучше сделаю, как я решила, да. Иначе это получается все время, как сказать, давать какие-то поблажки, расслаблять человека. Ну, ты сделал плохо, ну ладно, в следующий раз уже ты сделаешь хорошо. Но я ведь знаю, что человек не сделает хорошо, если он к этому привык. И он не понимает, что как бы это неправильно. Вот. А так, по поводу творческих моментов, я с ней советовалась очень много. Особенно, когда вот я только приступила, по репертуару, посоветуй вот правильно вот эту песню. Она же знает всю историю, она как кладезь, она просто энциклопедия ансамбля Шулдырджит. Она знает каждого артиста, каждый момент, который был за все эти вот года, за 45 лет. Я представляю, потому что, просмотрев вообще там старые записи, когда ты слушаешь голос ее, вот я уже сегодня упоминала, что у меня вот мама просто, она говорит, ну это волшебный просто голос. Это что-то очень сильное, очень, не знаю, она должна петь на каких-то больших сценах и оперный даже, вот, да, может быть, голос. Но это действительно очень красиво, и там я прям преклоняюсь перед ней. И я думаю, что наши зрители даже еще есть, ну, как бы, хотели бы, может, еще видеть ее на сцене. Но я понимаю, что сейчас она уже не поет. Она редко очень уже выступает, да, я ее, конечно, привлекаю сейчас еще, вот у нас, говорю, 1 апреля будет концерт к 70-летию папы. Я уже почему усмехаюсь, потому что это 4-я моя попытка провести этот концерт из-за вот этой всей ситуации в мире, да. Вот. И, конечно, я маму привлекаю, без нее, ну как, это же вот эта ностальгия, это же вот это то время, и она обязана просто должна быть на этом концерте. А так, да, сейчас уже, ну, она помогает, конечно, мне с Евой. Вот. То есть она водится с Евой сейчас? Ну, как водится? Она всегда, она как вот человек, на которого я всегда могу положиться. Вот какой-то форс-мажор. Допустим, ребенка некому встретить из сада, такая ситуация, грубо говоря, да. Я знаю, что мама поможет. Не знаю, там заболела дочь или прочее, да, концерты. Ну, это я каталась с родителями. Вот я хотела спросить, да, как было с тобой, если у тебя оба родителя артисты? Где там был детский сад, какое было место воспитания, и как получилось, что можно получить 2 высших образования, понимая, что артисты — это некие такие люди, которые всегда где-то ездят. Вообще большое, как уделялось внимание воспитанию, образованию, когда родители артисты? Это огромная занятость. Ну, во-первых, детского сада не было. Вообще. Да. От слова совсем? От слова совсем. Вот я же говорю, есть такая история, психологи говорят, ребенок должен расти в своей среде, а не так, что там 8 пришел, каша, зарядка, хочешь, не хочешь. И не было проблем, какие сейчас у нас есть. Мама, я не хочу в сад. Таких проблем не было. Просто я рядом с родителями. Но я рядом с родителями где? Не просто дома, а я рядом с родителями по всем гостиницам Удмуртской республики, которые в конце 90-х были не в особо хорошем состоянии. Вообще в 90-х годах там была разруха. Транспорт, на котором мы ездили, это тоже отдельная история. Это просто такие экземпляры там были автомобилей и водителей, так уже напрямую будем говорить. Ну, это просто какой-то беспредел там был. Там можно, мне кажется, там можно было вот все, что угодно. Я помню, как у нас тут курили в филармонии, там была дымовая завеса, водители непонятные какие, да. Сейчас другие времена настали, вот. И, ну, а вот для ребенка, вот для меня, этим садиком оказался, видимо, вот ансамбль Шулдырджит. Но мне было это в удовольствие. У меня ни разу не было истерики, что там мы возвращаемся поздно, я хочу кушать, вы там на сцене, я должна терпеть. Да и если бы я так сказала, я бы, наверное, сразу пинком полетела от папы куда-нибудь, потому что там разговор был вообще короткий. То есть, ну, если мама еще я к маме могла, как это там, вот, ну, мам, вот я вот уже вот устала. С папой разговор был короткий. Не послушалась, сейчас пинок под зад и все. И поэтому там было вот так, он так, дочь,
Мы работаем на сцене, сидишь, рисуешь, аплодисменты, то есть последний поклон, мы со сцены уходим, только тогда ты имеешь право выйти на сцену. А, то есть ты выходила? Я вот когда уже последние вот поклоны, да, я вот из-за кулис вот так вот уже, я смотрю, когда они уйдут, когда я уже, я хотела маму очень сильно обнять, мне хотелось прижаться, я уставала. Потому что это долго. Я же, ну там, я, конечно, и рисовала, и с артистами там общалась, и мне все пытались там как-то развлечь, они все были мне друзья тогда, вот, я всех их по именам, там, ну вот как вот, одногруппников в садике, да. Ну, короче, социализация это была. Что значит не было детского? Это лучшая социализация со взрослыми творческими людьми, которые умеют общаться, что, собственно говоря, мы в результате и видим. Да. Папа, насколько это была строгость, но имеется в виду, строгость была такой, что я в тебя верю, ты там вот лучшая, все будет, или строгость такая, что вот прямо не было там тактильного какого-то контакта? Он меня очень сильно любил, очень сильно, но он был таки сторонником, он, как говорит, не любил телячьих нежностей, он так их называл. Да, то есть мне раньше, когда я была совсем маленькой, казалось, что он меня не любит. Потому что, ну, как ребенок же, он думает, если любит, это значит обнимать, целовать, вот это вот сюсюканье, вот это вот все, да. Но говоришь, что очень меня любил. Это я потом осознала. Это я осознала, когда вот мне уже было, наверное, лет 15-16. Ну, вот этот подростковый этот возраст. И только тогда я, наверное, по его поступкам, ну вот он настоящий мужчина. По его поступкам я поняла, насколько сильно он меня любит. Хотя до этого мне казалось, что вот он просто такой строгий, там особо не подойдет. Самое, наверное, его большое проявление любви ко мне было, это когда вот он так подойдет и меня вот так вот чуть-чуть пошлепает. Молодец, дочь, молодец. Это, наверное, это было вот когда просто у него был прилив нежности. Да. А вот так, чтобы вот сидеть, все время вот так обниматься, висеть на нем, такого вообще не было. То есть тут больше вот как-то с мамой, но говорю, вот жалко, что это уже было как бы близко к его уходу, но тогда вот я поняла. Мы тогда с ним как-то стали даже ближе. То есть до этого мы все время только с мамой. Все разговоры, какие-то секреты, это все мама, потому что от папы все время был какой-то немножко страх, что если я что-то не сделаю не так, мне влетит, или он просто крикнет так, что я вообще даже слова не могла сказать. Вот. И когда уже, то есть, повзрослела, мы стали с ним больше общаться на какие-то общие темы, даже стали просто гулять вместе по магазинам, и он мне как-то близок стал. И вот в этот как раз-таки момент, уже когда мы стали ближе, вот произошла эта трагедия. И получается, как будто не договорили, как будто бы не дообщались. Даже часто сейчас, когда делаю какие-то концерты, думаю, не хватает подойти бы посоветоваться. А я правильно делаю. Вот в плане организации концерта, а ты бы вот как? Думаешь, вот так надо или не надо? Вот эта внутренняя сила, она от отца? Я думаю, что здесь вместе. У меня мама очень сильный человек, да. Ну, потому что я знаю, вот девочке вот эту уверенность должен дать папа. Внутреннее, да, какое-то. У мальчиков наоборот. И, там много примеров, общаясь, и чувствуешь, что это так. У меня вот сейчас сравнение какое-то с собой происходит тоже, там строгость и так далее, но вот это вот понимание того, что тебя любят, но просто любят так, вот как могут, так и любят. Есть же там мужчины, которые там, вот подрастет, будем разговаривать, а пока я с маленьким не знаю, что делать, и не знаю, с какой стороны подойти. И осознание происходит у самих мужчин уже более старших. Я не могу даже сказать, что родители какие-то беседы со мной вели, там вот в плане психологии, да, не было на это времени вообще, с такой насыщенной артистической жизнью. То есть у меня как-то все, видимо, я в себя как губка впитала просто на опыте. Вот просто вот на том, что я видела. Я же видела, как они работали. Я их в разных ситуациях видела. Как они там отмечали какие-то праздники, да, собирались с артистами. Как они просто в гостинице жили, грубо говоря. Я видела их обычными вот людьми. Как репетировали. Да, то есть передо мной вот это все моменты прошли. Я их знала вот от и до, вот как вот просто, да, вот на 100%, как облупленных, короче, всех артистов. И
чтобы как-то меня там, что-то мне внушали, там вот надо так и так. Таких разговоров вообще не было. Вот как-то, я не знаю, жизнь научила. Ну, я не знаю, передалось. Я не знаю, как это объяснить. Просто с опытом пришла эта уверенность. Поначалу я же вообще изначально очень скромный ребенок, очень скромный, стеснительный ребенок. В филармонии я тут все ходила вообще вот так вот, да, вот, то есть, ну, боялась там лишнего слова сказать. Тут ко мне все подходили, у нас тогда был этот худрук филармонии Валерий Яковлевич Митрофанов. Он все, я шла по коридору, вот по этому нашему темному, и он такой: Наташ, ну когда петь-то начнем? Я никогда. Я не хотела петь. Да, а музыкальная школа? Родители. Мама. Сказать, что надо. Ну, мама сказала, надо. Дополнительное образование. Ну вот мы говорили, должна же быть заминка хоть когда-то. Вот говоря о воспитании дочери, да, у тебя было вот так, вот сейчас уже Еве 6 лет. Есть ли такое, что мама говорит: так, значит, мы идем в музыкальную школу, по воскресеньям рисуем, четкий какой-то график? Есть такое распланированное? Или она так же, как и ты когда-то, вместе с тобой на всех концертах, и такой вот хвостик? Нет, она не хвостик. Она, наверное, так скажем, ну, не знаю, я пока ее стараюсь от этого немножко отстранять. То есть она в душе, она такой же творческий человек, как я. Вот я это вижу. Да? Она и поет, она и танцует, и гимнастика у нее, там и всякие перевороты и прочее. Ну, в общем, она и там театр одного актера у нее. Вот. Но сейчас немножко, конечно, вот ей стеснительность мешает проявить себя на людях. Значит, сама она про себя говорит о том, что она тут ходила, стеснялась, не хочу петь, уже во взрослом возрасте. Ребенку 6 лет. А вот ведь мне хочется, вот что, ведь она, как другие, да, ну, чтобы она не боялась, чтобы она таланты свои показывала. Ну, она другая абсолютно, чем я. Вот, да. Мягче. Она не то, что мягче, она неусидчивее. Она не такая терпеливая, как я. Я очень терпеливый человек, но я же говорила, что я добрая, хорошая, у меня терпения много. Просто не доводите до предела. Да. Это все, чего люди достигают, мне кажется, это вот благодаря еще терпению, какой-то размеренности. Ну, возможно. Не знаю насчет размеренности, если в этого как бы вот это во мне. Мне кажется, размеренности у меня вообще нет. У меня, как всегда, это на абордаж. Всегда там вперед из песни, и давайте сразу возьмемся за все сразу, а потом уже, если мы будем умирать, мы поймем, что, наверное, надо было меньше на себя взять нагрузки. Но вот как бы у меня этого понимания нет. Мне надо все и сразу, а вот по поводу терпения, да, это я могу долго терпеть, и даже если я понимаю, но мне вот иногда бывало, я сижу там допоздна, да, когда еще вот семьи тоже не было, мне артисты говорят: а ты сегодня ела? Я говорю: да я не помню. А ты когда домой-то пойдешь? Я говорю: да не знаю, посижу еще, да не переживайте за меня. Но это же с целью не того, что вот ты сидишь, там тебя заставляют, да? Нет. А потому что вот ты сидишь, ты что-то думаешь, придумываешь, делаешь, это потому что вот так. Это желание, это просто, я считаю, что это фанатизм. Может, иногда даже нездоровый фанатизм работы. Вот, потому что, ну, как бы вроде думаю, многие, может, подумают: а что ты тут нашла, да, ну все-таки, как сказать, не работаю же я на какой-то волшебной фабрике, там деньги ко мне падают со всех сторон и прочее, да, нагрузки мало, что я тут живу, кайфую, но просто настолько я все это люблю. Ну, это же во мне, как бы вот, это же во мне с детства. Это вот как будто впиталось во мне, просто вот в мою душу шулдырджит, и мне делать это все в кайф. Ну, то есть это такая работа, я и говорю, значит, повезло, работа в кайф. Да, повезло. Ну вот, возвращаясь к дочери, все-таки, значит, дома ваши песни Шулдырджита исполняет. Исполняет. И на удмуртском И на удмуртском пытается. Мы, конечно, с ней разговариваем на русском, и она пока не знает языка. Ну нет, парочку слов. Ну, конечно, парочку слов это не считается. Да, нет, вы не переговариваетесь там с Андреем, чтобы там ребенок не понял, у нас так схема. Переговариваемся, у нас это тоже, это схема в работе, вот, она ничего не понимает, о чем мы говорим. Парочку слов она знает, да, самых там элементарных, но песню она старается петь на любом языке, хоть на английском, хоть на удмуртском, то есть она просто что-то там,
И любовь не то что к языкам, она поет все, что она услышит. Она вот услышала, пришла сюда, услышала какую-то песню, она ее уже сразу поет. Она как-то сразу улавливает слова. Я говорю, откуда ты эту песню знаешь? Я ее знаю, я ее слышала. Я говорю, откуда? Ну, А на сцену рвется? на сцену, да я не знаю насколько, потому что она редко же тут бывает, да, но я вот тут... Да, тут это там она просто вырвалась, это было не запланировано. И как было потом сказано в интервью, что Наташа, это такой был просто ход, вот эта вот история. Да, ну, хороший режиссерский, нет, вообще классно. Да, ну, она, да, тут она пару раз вырвалась, конечно. Один раз запланировано было на сольном моем концерте, а один раз на мамином юбилейном концерте было не запланировано, но все подумали, что так должно быть. Как бы, ну, и слава богу. Да, вот. Но сейчас вот я и говорю, за кулисами постоишь на наших концертах, посмотришь, когда ситуация такая, что нам надо всем быть вместе. Нет, я не буду стоять за кулисами. Зачем я буду стоять? Я пойду на сцену. Да? Да, вот так. Ну, так что как бы, да. А вообще, ты строгая мама? Я строгая мама. Я стараюсь быть. Строгая мама в каком смысле? Там, так, мы соблюдаем режим, ложимся в 10, там это, или там наказание? И наказание, и стараюсь режима держаться. С режимом плохо получается, потому что мы сами такие, как сказать, полуночники, что ли, так нас назовешь. Ну, если выходной мы, например, спим долго, да, если это будни, я поздно прихожу с работы, и пока мы там занимаемся тоже делами домашними с Андреем, пока ужинаем, пока что смотрим время-то уже у нас, а ребенку в сад. Ну, то есть вот как-то по режиму не очень у нас получается, но я вот стараюсь, говорю, я стараюсь, и режим, чтобы как-то так, да, и там, Ева, если ты сейчас вот сделаешь по-другому, ты лишишься там чего-то, ну, не знаю, мультиков, да, это самое же любимое сейчас у детей, да. Ну, конечно, там не слезы, там сейчас уже немножко возникать начинает, там, да, что вы тут мне приказываете все время, что я вам, кто я вам, я сама все знаю. Как она тут недавно, полгода прошло, сказала мне, мама, это моя жизнь, я сама решу, что делать. Так что говорит папе, а она всегда говорит, вы так себя ведете, как будто у вас детей нет. Сразу такие вот объятия. А как Андрей? Андрей, он какой? Он добрый папа? Ну вот он прямо вот, да, кажется, даже вот когда ты его на сцене представляешь, там, по окончанию концерта, первые твои слова, это что вот самый добрый, самый вот такой вот чувственный и так далее человек. И есть ощущение, что он такой вот прям очень хороший. Он добрый, он мягче в плане как папа. Ну, то есть, вот, ну, если сравнивать, допустим, с моим папой, хотя я не хочу сравнивать, не хочу, но невольно, да, тут вроде как вот папа, муж мой, они, это тоже два разных человека, абсолютно. И Андрей здесь больше, во-первых, он очень любит детей, вот, и во-вторых, вот всю эту любовь, которую вот он, видимо, копил ее вот к детям, он это вот сейчас вот на дочери, на нашей, он прям, ну, он прям любит ее очень, он ее обнимает и целует, просто она купается в его любви. Из-за этого, конечно, она уже немножечко начинает наглеть, бывает, ну, потому что, ну, добрый папа. Да, добрый папа, значит, все, значит, можно вот так, и, значит, палки из него, там, это, ветки гнуть, ветки вить, вот, мне так кажется, вот, я не знаю, но однозначно, что... Ну, у вас как получается, ты же больше занята, чем Андрей, да? И он, наверное, больше там, чаще ее забирает, может, хотя на концертах, больше с ней моя мама, вот, он бывает, да, он, конечно, помогает тоже очень, но все-таки основное время это мама. Вот. Ну, процессом руководить, я понимаю, все-таки и в коллективе, и в семье, по большей части, как бы ты такой человек, который... В семье я все-таки стараюсь на семью не переносить отношения рабочие, вот, потому что, ну, это неправильно. Да, тут, да, я руководитель, я тут командую всем там наказание даю, а дома я считаю, что все-таки у нас мы стараемся найти компромисс и какой-то нейтралитет, мы наравне. Потому что иногда, да, я понимаю, что я права, ну вот я стараюсь прям, вот надо вот как я, и потом получается так. А если вот я чувствую, что, ну, надо же тоже мужчине свое слово сказать, и, возможно, ведь он прав, послушай его. Сейчас я стараюсь делать так. Пусть будет так, как он сказал. Вот. То есть, чтобы вот так вот гнуть только свою линию, это, может, раньше еще, когда мы там встретились с ним, да, там было такое, вот, да.
А сейчас я все-таки думаю, что нет, надо прислушиваться друг к другу. Вот к вопросу к тому, что вот вы встретились, ты уже в Шулдыржите была, это просто новый человек, который пришел, так получается? Ну, это человек... Или вы уже были знакомы до? Это человек, который пришел на конкурс Валькора, который мы организовываем. Вот. Пригласила я его абсолютно случайно. Вот просто я искала ребят талантливых. У меня был кастинг, но я еще помимо того, что я же не просто вот так сижу на лавочке и жду, когда ко мне талантливая молодежь прибежит. Я еще в соцсетях мониторю, смотрю, кто есть. Абсолютно случайно мне попалась страница Андрея. Я не знаю, как я узнала. Наверное, аудиозаписи я прослушала, узнала, что он хорошо поет. Есть желание, привет, есть желание, у нас такой будет конкурс, приходи. Все. И вот у нас наступает осенью конкурс, и приходит Андрей. Начинает петь песню, как сейчас помню, песня Николая Анисимова была. «Джечлу это дикуш пос». И мы сидим с мамой, я четко помню, мы сидим с мамой, потому что это был, а потом он был ее учеником, она была его наставником. Мы сидим и просто, как сказать, обомлели от того, какой у него красивый голос. Мы такие, это что такое? У него же еще с таким своим колоритом, с этими вот башкирскими мелизмами, с этим вот, и вот просто вот такой звонкий, светлый голос. Мы такие, ты откуда свалился? Все, мы тебя берем на конкурс. Вот. В общем, это была любовь не к вообще голосу, значит. Не... Мы просто удивились, что он так красиво поет. И именно поет с колоритом, вот с этим, со своим самобытностью своей. Вот. И потом Андрей поучаствовал в конкурсе. Мне как раз мужчины нужны были. Я смотрю, он самый старший среди участников. Мужчины в коллектив. Мужчины мне нужны были. Я так сразу так. Вот. Потому что с мужчинами у нас всегда проблема в творческих коллективах. У вас все хорошо сейчас? Вот. Сейчас у нас хорошо, слава тебе, Господи, но тем не менее мы снова ищем, мы снова в поиске. У вас есть Антон, как это... Антон пока учится, он пока весь там, пусть учится, да. Вот, и я говорю, а ты не хочешь поработать у нас пока на 0,5? Он учился в УДГУ, на музыкальном факультете. Я говорю, пока просто попробовать. Он говорит, да, а у него после конкурса глаза горят. Он поработал тут с нашими мужчинами, ему понравилось, вот какая-то песня у них совместная была. Он говорит, да, давай. И он начал работать, а Шулдыржит это такое дело, кто сюда приходит, потом мало кто отсюда уходит, потому что он затягивает очень сильно. На минуточку, почти 100 человек прошло через Шулдыржит. Да, вот, и вот как бы вот у нас, я мало кого могу назвать, кто ушел, ну, допустим, это буквально вот за сколько я там в коллективе, да, ну, вот руковожу, ну, может, это один человек, который вот ушел, ну, по желанию, по своему. А так это какие-то обстоятельства, ну, у девчонок. Понятно, какие обстоятельства, да, декрет и прочее. Кто-то там, ну, куда-то переехал. А вот настолько крепко к коллективу просто прицепляются, да, я не знаю, что Шулдыржит такое делает, но, видимо, вот это наша какая-то атмосфера. Я даже, когда вот Ивана Белослудцева пригласила, тоже думала, ну, попробую пригласить парня, талантливый, ну, попробует, но не понравится, уйдет. Любимец всех женщин республики. Да. И тут и Ваня, вроде у него вначале какие-то еще были сомнения. Ну, я видела, что он сомневается, что его, не его, вообще надо ему, это не надо. Так он уже работает, тоже уже прилично у него там, сколько, больше 5 лет, наверное, он с нами. И как-то вот я говорю, ну, затягивает коллектив. Поэтому вот и у Андрея также. То есть он-то думал, что попробует только, а потом уже... Вопрос-то какой был? В общем, он пришел поработать, завязались отношения. Мы стали работать. Мы стали работать вместе. У нас были просто дружеские отношения. Мы просто общались вот так, привет, пока-пока. Ну, не знаю. Не было, полгода вообще не было никаких намеков. Даже намеков? Нет, вообще никак. Просто, очередной. Как он хитер. Да я даже не знаю, мне кажется, он сам прибывал. Он вообще хотел уехать. Он хотел после окончания университета уехать в Москву. Вот. У него вообще были другие планы. Нет, а как вот полгода пообщались, значит? Да, я не знаю как. Вот как-то так. Вот Поженились, дети появились. Как-то так. Как, ну вот я не знаю, говорю, как это произошло. Не знаю, щелчок. Нет, а было такое, что он там ухаживал, я не знаю. Ну как это началось? Ну, дружили, потом переросло в какие-то большие отношения. Он где-то в интервью тоже говорил, что он очень хотел ухаживать, он боялся. Вот. Он же, как-то мы с ним тоже тут так откровенничали. Я говорю, ну как вообще вот
ты вот пришел, вот увидел меня. Так он говорит, я вообще, говорит, думал, что ты что-то недосягаемое какое-то там существо. И я даже, говорит, думал, что я хочу подарить тебе что-то, цветы там, да. Но я, говорит, даже просто боялся вот подойти к тебе, и что-то у меня, говорит, сразу как будто вот это все, дар речи теряется, я говорит, Какая Наталья Ушакова? ну, не знаю. Наташа, у меня есть тебе вопросы. Ты готова отвечать? У нас сейчас Ну, будет... я уже сегодня, видимо, на все готова. Я сегодня уже на все готова. Осталось залезть в кошелек и спросить, сколько получает Наташа. Но такого вопроса не будет. Слава Богу! Потому что, мне кажется, легко догадаться многим нашим жителям республики, сколько тут артисты получают. Ну, не знаю, не знаю. Все думают, что артисты живут в золотой обертке. А мне кажется, уже так мало кто думает. Да? Это раньше, да. А вот я помню, когда... спустились с небесной Раньше, в 90-е, когда мама с папой у меня работали, там думали, что они миллиардеры. По тем. А я всегда говорю, когда вот говорят, вот у тебя там муж съездил в командировку, и вы сразу купили квартиру. Я говорю, да, мы сразу 3 миллиона вот купили, у нас все. Поэтому, когда люди говорят про деньги, надо эти деньги брать себе и говорить, мое, мое. Ну, в общем, супер игра. Все просто. Всего 5 вопросов. Так. Нужно, как это называется, из 2 зол выбрать одно. А равно нельзя поставить, да? Нет, нельзя равно поставить. Я намеренно, зная вот этот энтузиазм, работу и что Это самый тяжелый вопрос для меня. Я в этом вообще копаюсь очень много. Я думаю про это постоянно, что вообще-то вот, наверное, бы так, а может быть, может не так. Короче, я все время вот сейчас как между 2 огней. Вот. И вроде по карьере у меня много планов. А Андрей, что вот он говорит? Он тебе не говорит, что ты вот со своими... Говорит? Да? Да? А когда же мы вместе поедем там отдыхать? Нет. Ты 23 февраля делаешь для меня там? Нет, по поводу вот этих отдыхать-то у нас есть с ним возможность. Мы же все время вместе. Тут больше дело то, что он иногда говорит, ну, он очень тоже человек терпеливый, так назовем. Он терпит меня, да, и не знаю. Вот. Терпим, короче, друг друга. Может, я его тоже терплю в каких-то моментах, но он тоже меня терпит очень много. И вообще, я не знаю, найдется ли такой мужчина, вот, ну, найдется, наверное, да, но таких мужчин мало, которые бы вот терпели, как Андрей, потому что он очень много по дому делает. Да, во-первых, он готовит. Это я прям говорю. Мне тут запретили это говорить, но я уже напрямую скажу, да? Это не он запретил, мне не скажу кто. Мне сказали, не надо говорить, а то потом женщины скажут, а ты-то вообще не готовишь ни разу, я все время. Вот. Но он мне помогает очень, вот, когда особенно у меня загруз. Стоп. Да. А мы снимаемся, да? Давно? Да. Я тоже. Значит, готовить давно. Нет, готовит он вот как вот, во-первых, он это любит делать. Ну, сейчас, может, уже особо и не любит, потому что это как-то рутина уже какая-то, да. Вот. А я в выходные стараюсь, ну, потому что надо, ну, как бы, вот. И зачем я вообще-то, к чему это я говорю? Это к тому, что вопрос семья или карьера, по моему мнению, для Наташи Ушаковой важнее карьеры, но в хорошем смысле слова, в том, что когда ты знаешь, что у тебя есть мама, которая поможет, и слава богу, что это есть, и она, я уверена, делает это с любовью, и у тебя есть возможность вот полностью окунуться в это. И я ей говорю, если бы Наташа не была занята, то ребенок ходил на английский туда-сюда. Но она у меня ходит частично. Совсем-то она уже у меня дома не сидит. Так, все, я поняла, не буду мучить. А все-таки итог-то какой? Ну, пусть будет вот по твоему, ладно? Ты объяснила, все хорошо, мне понравилось. Так, следующий вопрос. Выбираем из 2 зол, да? Антонова или Тимирханова? Антонова или Тимирханова? Это как, по творчеству? Ну, да. Ну, я потому что их больше как по творчеству и знаю. Так, Тимирханова. Нравится, как поет? Нет. Нет. Ну, как сказать, вот я сейчас, это я не говорю сейчас то, что Алена плохо поет. Это не про это про то, что тембр.
Мне очень важен тембр. Я люблю низкие голоса, женские. Вот. А в плане того, что она очень красивая, и это сейчас не к тому, что Алина тоже некрасивая, сейчас такой просто провокационный немножко вопрос. Мне нравится самобытность Алены. Вот это не к тому, что муж у меня вот тоже оттуда, с Вязовки, откуда Алена. Мне нравится этот колорит. Она же это сочетает в себе. Она хоть и эстраду поет. И я сейчас даже смотрю за ее работами, за последними, я вижу, как она растет. То есть у нее поменялся музыкальный стиль, она ищет себя, она все время в поиске. И мне это в Алене нравится, что она не стоит на месте, она пробует. Вот она бы могла остановиться на своем Италмасе или Мемие и продолжить. Нет, не могла бы. Она только поет. Нет, я имею в виду, она бы могла на этом стиле остановиться и все песни остальные делать в таком же ключе. Но я сейчас вижу, что она экспериментирует и пробует другое звучание. Это уже конкретно такие музыкальные фишки, которые другим людям, может быть, непонятны. А мне, как музыканты, они видны, и я за это, то есть я ее хвалю, и вот говорю просто как, молодец, что она ищет себя. Вот. И этот колорит тоже такой восточный, какой-то такой интересный, мне нравится. Угу. Ну, зритель ее любит, наш удмуртский. Почему тогда не... вот тут нравится Тимирханова, а Антонова что делает? Антонова, мне просто не нравится это направление, которое она делает. Да, я как-то... Оно прям поп-поп такое, да? Ну, я не знаю, все вот эти гармошки, матрешки, это немножко вообще не по моей душе. Вот, несмотря... Да. И тут я же приглашала Алину на концерты наши, она тоже участвовала, и мы с ней делали совместно песню, которую, кстати, делал Влад, по-моему, если я не ошибаюсь, Горжак, такая электронная, очень мне понравилась такая атмосферная песня у нее. Я говорю, Алина, почему ты себя вот в этом направлении не пробуешь? Она говорит, мне нравится вот то, что я делаю, то есть это вот стиль, ее сейчас стиль, который у нее есть, она мне сказала, мне нравится это, и я буду работать в этом направлении. Я говорю, ладно, это, это ее выбор, да, значит, у нее так душа лежит, вот, а то, что, мне это не нравится, это не значит, что она не должна это делать, это нравится, там, другим тысячам людей, я же смотрю, сколько у нее там подписчиков и прочие, как люди там... Нет, все. Да, тут мне все понятно. Значит, выбрали Тимирханову. Следующий. Сольный концерт или крутой сольный клип? Сольный концерт. Энергетика? У меня, во-первых, его давно не было. Пора. Был когда? В 18 году. 5 лет прошло. 5 лет. Да. Да, пора. Это большая тоже работа. Пусть. Я люблю работать очень. Меня вообще это не пугает никак. Я после этого концерта своего сольного такой энергетики от зрителя, наверное, никогда больше не получала. Это вот просто было, несмотря на то, что я была просто на нуле по энергии, которую я отдала зрителю, но сколько мне потом пришло обратно. Эта энергия, вот все так артисты говорят, кому я не хожу, сольник, я хочу сольник, я созрел, потому что мы живем от эмоций, да, ты получаешь такую энергетику, а на самом деле сольник прошел и все. Но у тебя вот тут осталось. А клип классный, он бы вот всю там республику, кому надо обратиться, еще бы, может, куда-то его закинуть. Это же тоже как бы вот такая... Если он классный, крутой, я говорю. Если он классный, крутой, но я все равно за сольник, потому что сольник — это реализация твоих творческих идей, которые у тебя сидят. А вот у меня вот за 5 лет уже столько идей накопилось там внутри конкретно про себя, потому что я занимаюсь с коллективом. Я уже там где-то там на последнем месте остаюсь, и когда я вспоминаю, что, Наташа, ведь надо сольную песню тоже выпустить, так это что такое? Вот. Что там? Да, Шулдерджит, Инсаунд, я тут параллельно дам, у нас малые составы, девочки трио, парни трио, там, то есть вот это вот так вот все, и подбор репертуара для коллектива. Ладно, короче, я поняла, не буду уговаривать, сольник, сольный концерт. Да, сольный концерт. Красота или ум? Красота или ум? Тоже тут такое дело. Даже не знаю, как однозначно ответить. А надо. Наверное, ум. Потому что красоту мы можем создать сами. А если, например, мне нравится очень Ксения Собчак.
никто не скажет, что она супер-мега красавица. Да? я вырежу этот кусок, Да. сделаю на нее ссылочку. Кто знает, может, нас Да. там где-то и... Да. И она за счет своего интеллекта и ума добилась всего. И она смогла себя подать, что сейчас она выглядит красоткой. То есть красота, я вообще говорю, что там еще каждая много каких-то женщина сопутствующих. красотка. сама Каждая женщина, по себе да. красивая. Просто самое важное, как ты сможешь воспользоваться, как ты сможешь себя подать и какие ты средства применишь, чтобы стать красивой. Так, значит, выбираем ум. И Да. тут хочется сказать, когда я бываю на концертах, я балдею от того, кстати, как ты говоришь на сцене, потому что многие артисты, которые поют, как правило, к сожалению, они не говорят. Они не говорят, и какой-то энергетик, и да, голос, вот это все. Хочется, чтобы они еще были говорящие, такое бывает редко, и это классно. Спасибо. Поэтому вот. Так, значит, выбрали ум. Снова ушей. У тебя одна прядка просто Да, выпрямилась. Она не кудрявая, поэтому она прилипает. Сейчас Да, нормально? все хорошо. Ну, скоро гладко уйдет макияж. А еще вечерний концерт. И она такая, и она выйдет к этой, скажет, я уже отработала свою, а так ты там за кулисами, тебе пару слов. Нормально, я там в конце народная артистка Анна Плотникова. Браво! Можно я в конце интервью вот так скажу? Ты кто? У тебя есть какое-нибудь звание? Нет. Нет? Почему? Художественный руководитель ансамбля Шулдержит и Инсаунд. Можно я смешную сейчас историю расскажу? Можно? На камеру. Насчет вот этого, званий. Значит, юбилей ансамбля Шулдерджит 30 лет. Я только пришла. Мне 18 лет. Там Павел Васильев, мама и Володя Мальцев. Нас 4 человека. И режиссер концерта Паша Поздеев. Он сделал такой интересный выход, там, значит, ведущая за кадром, и она всех нас объявляет. Итак, заслуженная артистка России Галина Платонова. Выходит мама там вокруг эти клоунады какие-то, они, там эти, в общем, все очень красиво, пантомима. Значит, там заслуженный артист Удмуртии Павел Васильев. Павел выходит. Заслуженный артист Удмуртии Владимир Мальцев. Мальцев тоже такой. И они, видимо, не знали, у меня что ничего нет, никаких регалий, да? Регалий нет. И надо было придумать. То ли это ошибка была Ольги Шишкиной, которая за кадры вытягивает, то ли это Паша специально так, ну, чтобы я тоже была. Заслуженная артистка Наталья. Я просто тогда выпала, думаю... Заслуженная артистка филармонии. Ладно, окей. У меня есть заслуга. Ну, просто смешно. Очень. Ну нет, знаешь, я на самом деле видела, как ты на последнем квартирнике, когда вышел мужчина поздравить своих коллег с букетом цветов, долго говорил. Я думала, сейчас он подойдет и подарит им. И этот странный мужик поздравил, на сцене постоял и просто ушел с этими цветами. И Наташа такая нашла, что сказать. И я понимала, мне вот бывают такие моменты, когда ты что-то смотришь, тебе реально неудобно. И ты думаешь... Это называется испанский стыд. Да, испанский стыд, да, на самом деле. Ну вот, ну есть всякие люди на самом деле. Мы тоже уже Потом- обсудили этот Да? случай, да, Не одна я, да, такая? Ну ладно. То есть это все заметили. И не только зрители, это артисты тоже такие. Я думаю, что он сам, может быть, потом понял, что как бы, ну, ты не красавчик. Да. Так, ну ладно, давай последний вопрос. Он тоже очень прост. Про деньги. Вот мы и пришли. Вот мы и пришли к логическому завершению. И вопрос такой. 1 000 000 рублей или 1 000 000 подписчиков? Конечно, 1 000 000 рублей. Да? Да зачем мне этот 1 000 000 подписчиков? А что 1 000 000 подписчиков? На них ты сможешь ты заработаешь на этом 1 000 000 подписчиков свой еще 1 000 000, там, я не знаю. Я, во-первых, не блогер. Как я буду зарабатывать? Концерты, реклама. Нет, блогер не блогер, 1 000 000 подписчиков Да. или 1 000 000 рублей. Ну, уже, значит, блогер, раз как бы там с подписчиками. Ну, 1 000 000 подписчиков в республике. 1 000 000 подписчиков. Ну, если мне если 1 000 000 подписчиков мне помогут заработать 1 000 000, да. А так 1 000 000 рублей. Я поняла, что она вообще нет в ней коммерческой жилки. Она абсолютно творческий человек. И главное, вот деньги. Лучше легкие деньги, чем что-то там делать с этим. Вообще, вот я говорю, вот
ну вот так вот, ну вот не предприниматель я, ну творец я. Ну что теперь делать? Что теперь делать мне в этом страшном коммерческом мире, где вокруг одни, все время все считают там эти деньги, да. Ну нет, вот, как бы, да. Ну смотри, получается, что твоя работа тебе в удовольствие. У тебя есть семья, которую мы так и не поняли, на каком плане, на втором. Да, не Ну могу нет. я сказать на Человек, я так считаю, что мы живем в таком мире, сейчас мы начали понимать, что мы получаем удовольствие, и главное, нам нужны такие положительные эмоции, и я так предполагаю, что ты их получаешь, и с этим все классно, работа в кайф, замечательная дочь, наидобрейший, как ты говоришь, муж, и... Ну как это наидобрейший? А. Я много чего не рассказала, это отдельно, у нас передачу пригласили. Ладно, Да, когда тоже все... разный. Он тоже, ну как и все люди, Он невозможно. творческий человек, и в нем очень много тоже разных черт. Добрейший это добрейший, но если его задеть, он тоже может ответить. Да, конечно. И еще вопрос, он, наверное, последний, и для меня важный. У нас наша современная удмуртская культура, она сейчас, ну, разрастается, как мне кажется. Вот как, по твоему мнению, стали ли удмурты более смелыми? Делаем ли мы уже какой-то качественный, пусть там творческий, еще в каких-то процессах продукт, который мы не боимся показывать, говорить там, что я удмуртка, я говорю там и на русском, и на удмуртском, пою и на английском, но я удмуртка, и это там удмуртский ансамбль. И вообще в целом, вот как ты считаешь, мы стали смелее? Ну, однозначно, однозначно. И сейчас много таких проектов, которые, в принципе, не стыдно показать за пределами республики. Я могу много там перечислить, ну, даже возьми там проект Куара. Они делают, ну там, по-моему, Влад вообще так серьезно за все берется, Степанов. Даур ТВ, то, что делает Богдан. Вот. Эктоника. Я не могу сказать, что мне нравится все, что делает Эктоника, но в том плане, что Влад молодец, что он так продвигает национальный вот этот контент. И, конечно, качественно, некачественно, это тоже второй вопрос. Может, тут немножко я как бы камень в его огород кину, мне не все нравится. В плане того, как бы я, например, это сделала, да. Но он очень хороший продюсер. И я прям вот за это как бы восторгаюсь его талантом, что он умеет так вот это вот все продвигать, продавать, и насколько там много у Эктоники подписчиков, как бы они популярны, это большая заслуга его, ну, Пети, наверное, тоже, вот. Ну, в общем, я это пару таких проектов назвала, вот, которые, да, там еще другие тоже есть, которые не стыдно, и много качественных клипов сейчас создается. У нас наши исполнители тоже стараются, многие, делать качественный продукт, ну вот как и мы, да, но чтобы это не было вот так сделано на коленке, да, и давайте мы лишь бы, чтобы, да, выпустить, как-то и клипы многие качественные появились, песни делаются интересные, аранжировки интересные делаются, однозначно, что мы стали смелее, и однозначно, что культура поднимается, и я этому очень рада, и дай бог, чтобы молодые потом за нами шли, и они сделали еще лучше, чем мы, вот. Наташа, спасибо тебе большое за интервью. С тобой было интересно и есть что обсудить. За кадром мы еще кое о чем поговорим. Поэтому в завершении хочется сказать: художественный руководитель ансамбля «Шулдержит» Наталья Ушакова. Спасибо. И на этом закончим. Спасибо большое. Пока-пока. Не падаем, мы обе на каблуках. Смотри-ка, я уже куда-то доступила.